Почему мы убеждены, что Мадумаров не виновен? Потому что все мы знаем, что не существует ни одного юридического документа, который бы не был связан с каким-либо другим документом. Данный протокол напрямую связан с соглашением между двумя странами, которое было подписано в мае 2005 года. Оно находится на сайте Министерства юстиции. И в этом соглашении четко указано, в части 1 указаны спорные участки границ между Кыргызстаном и Таджикистаном. В части 6 указано, что данное соглашение не имеет установленной силы, юридической силы, в случае демаркации, делимитации границы. То есть, если простым языком сказать, если в дальнейшем установится, что граница проходит по другому земельному участку, то соглашение, по которому стороны определяли возможность передачи земли в аренду, утрачивает свою силу. Протокол, который был подписан Мадумаровым, имеет взаимосвязь четкую с этим соглашением. Оно не действует само по себе, и поэтому на основании статьи 6 данного соглашения мы можем заявлять об абсолютной невиновности Мадумарова. Вот посмотрите, пожалуйста, на это соглашение. Мы сами его скачали с сайта Министерства юстиции. 18 мая 2005 года было подписано соглашение правительства Кыргызской республики с правительством Республики Таджикистан относительно спорных земельных участков. Этот документ, соглашение, был ратифицирован законом Кыргызской республики в 2006 году и имеет юридическую силу, в отличие от протокола, который подписал Мадумаров 3 марта 2009 года, который никакой юридической силы не имеет. Скачайте, почитайте, внимательно почитайте статью 1 относительно того, какие земельные участки упоминаются, статью 5, в которой сказано о передаче этих земель в аренду сроком на 49 лет за $1 в год, и статью 6 о том, что данное соглашение не имеет заранее установленной юридической силы для четкого определения границ.